Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Его скорые действия в отношении вас. Загадайте, пожалуйста, на любимого человека, либо на того, кто нравится, кто интересен. Посмотрите на песочек, представьте этого человека мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, какими будут твои скорые действия в отношении меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, что нам расскажет песочек о действиях загаданного человека к вам. Так, мои дорогие, я не могу сказать, что здесь будут какие-то конкретные действия. Скорее, если и будут, то это отыграется, может быть, там процентов всего лишь у 10-15 максимум. Здесь человек очень странный вышел. Смотрите, если вашего человека зовут на букву А, либо буква Л, то есть вот имя, фамилия, либо кличка, да, то этот человек в ближайшее время действовать не будет. Наоборот, он будет как-то вас избегать и от вас прятаться, сокрываться, скрываться. У человека сейчас, вот видите, он залез в такую норку. Вот он, видите, человек на букву А, либо Л, да, он залез в такую норку, прячется от вас, скрывается от вас и не желает, чтобы вы что-то о нем знали, слышали. Либо он решил вас, кстати, и проучить, тоже может быть. Вот он даже птицу перекрыл, чтобы к вам новости не летели о нем. А человек как медуза, видите, вот здесь медуза, которая жалит. Он пытается сделать вам больно. Почему это происходит? Человек очень на вас обиделся, человек очень сильно на вас разозлился, то есть тут даже какое-то раздражение идет, да, вот какой-то праведный гнев. Вот он думает, как же так, как она могла, как она со мной поступила. Здесь может быть ревность, и здесь может быть какой-то наклеп, наговор, и вот прям вас могли оболгать специально, и мужчина поверил, повелся, потому что он психически слаб. Для него очень важно чужое мнение. То есть кто-то мог прийти и сказать, а вот ты знаешь, видели там твою, с тем и с тем гуляет, да? Либо с кем-то там по машинам катается, из машины в машину прыгает. И вот сказали, да, вот ты тряпка, ты не мужик, как ты вот можешь это допускать? И для него вот это мнение, что, Господи, меня же теперь тряпкой считают, да, оно для него важнее, чем его любимую женщину оболгали, да. Другой бы человек пошел бы разбираться и сказал, хорошо, кто, с кем, конкретно, с кем, покажи. Да, нет, а этот сразу раз такой лапки сложил, ой-ой-ой, как же стыдно, она мне изменяет, либо там у нее другие. Мужчина слабенький. И мужчина, кстати, может быть еще и в каком-то загоне. У него могут быть проблемы с деньгами, с законом могут быть проблемы, и могут быть проблемы с его реализацией. То есть человек мог еще наговорить вам кучу всяких обещанок, там, завтраков накормить и сказать, что все, у меня там все получается, все будет, я все буду делать, там, куплю машину, куплю дом, там, поженимся, кольцо и прочее. Ну а по факту как бы понятно, да, что ничего нет. Нет ни денег, нет возможностей и пустые карманы, да, там мелочь звенит в карманах. То есть как бы стыдно к вам идти, стыдно появляться, стыдно себя как бы опускать в ваших глазах, да, и он такой думает, лучше я тут попрячусь, посижу, подсиживаюсь, да, даст Бог как-нибудь выкручусь, перебьюсь, но я не буду говорить, что я там наврал, что я там тень на плетень навел. То есть этот человек, он как ребенок, да, что скажешь, как ребенок, причем ребенок достаточно, я бы сказала, даже агрессивный, да, и это ребенок непредсказуемый, от него можно ждать что угодно, и любой может этого ребенка обмануть, и он готов верить кому угодно, но только не вам. Дальше идем. В других случаях, да, тут как бы конкретных букв я не вижу. Но вот вышла девяточка. Девяточка может означать как 9 часов, 9 дней, либо в 9 часов, либо через 9 часов. То есть 9 периодов времени, вот она девятка, ее очень хорошо видно. Человек к вам приедет, придет, обнаружится, появится. Человек спокойный, человек уравновешенный, человек желает с вами общения, доброго, теплого. Если это ваш муж, вернется, да, например, ваш муж, начнет вам там подарочек, может, как
какой-то принесет, либо какой-то романтик от вас попросит, может быть, куда-то вас пригласит и позовет. Если это ваш любимый просто человек, да, вот с кем вы там, например, встречаетесь, но не проживаете вместе, то этот человек будет куда-то вас звать. Возможно, он будет звать вас куда-то на отдых, да, скажет: поехали-ка отдохнем куда-нибудь, да, смотаемся там в Турцию, отдохнем на 9 дней. То есть какой-то вот интерес у него будет, чтобы с вами куда-нибудь в дорогу, где-то с вами побыть, вот именно тет-а-тет, пообщаться, повстречаться, полюбиться. Очень хочется ему с вами огня добыть, да, вот любви хочется, интимной любви хочется. Вот прям соскучился. Если у вас были отношения, прям все время об этом думает, вспоминает, скучает об этом. Если этих отношений не было, то он прям так надеется, что он вас соблазнит, да, и раскрутит на эти отношения. То есть он как бы уже на грани, да, слишком долго этого ждет. Он уже готов, я не знаю, овладеть вами где угодно, хоть там в машине, хоть в подъезде, хоть просто где-нибудь там на улице, в кафешке. Он об этом постоянно думает, и он может от вас прятаться, либо странно себя вести, потому что он к вам так сильно горит, что уже просто не в силах этого скрывать. Да, и, кстати, вот интимная часть для этого человека очень важна. Если ваш человек, либо муж, либо парень, да, наоборот, просто у кого-то орган, вот он вышел, он готов, а у кого-то не очень орган выглядит. То есть может быть еще и обратная ситуация, что у человека, например, проблемы именно в этом плане, он может лечиться. Это может быть не только там какие-нибудь там венерические, да, заболевания, но и могут быть именно по здоровью, там, да, когда у мужчины, понятно, да, могут быть разные болезни, то есть как бы они не связаны с любовью, но они связаны именно с репродуктивным органом. Вот. Человек может немножечко вести себя странно, либо он слишком сильно желает интима с вами, либо он отказывается от интима. То есть как бы либо то, либо другое может отыграться. То есть человек может прийти, он может там быть добрым, нежным, ласковым, там, вести с вами разговоры, там, что-то вам подарить, цветочки, конфетки, я не знаю, там даже может быть какой-нибудь там браслетик, сережки, да, что-то небольшое, но при этом не проявлять интимного интереса. Либо наоборот, человек прям так на вас напрыгнет и все, да, типа моя и все, и больше ничья. Вот две такие крайности здесь прорисовались. Возможно, много людей посмотрят, и нужно разграничить этот момент, потому что тут как бы два варианта вышли, я об этом говорю. Дальше идем. Если ваш человек на расстоянии, то этот человек вам действительно какой-то подарочек готовит, сюрпризик готовит. Я так понимаю, лично он приехать не может в ближайшее время. Он вам либо цветы пришлет, либо действительно какое-то колечко. Может быть, как-то исхитриться на расстоянии через интернет, будет делать вам предложение. Может быть, у вас даже какой-то процесс будет, вот, подготовка к встрече, да, там, оформление каких-то документов, виз. Чем-то таким начнут заниматься. Либо, по крайней мере, он будет вам предлагать, да, этим заниматься. Я вижу, что вам нужно ждать от человека проявлений, но проявлений каких-то ограниченных. То есть человек не может полностью 100% себя выложить и показать свою любовь, свои чувства, свои эмоции. Человек либо будет вам что-то предлагать, к чему-то вас подводить, да, и спрашивать вашего совета. Либо человек просто будет с вами общаться и говорить: ой, как жаль, что мы не можем быть вместе, что вот есть препятствия, что есть какие-то перегородочки, какие-то барьеры, и как все сложно. Мои дорогие, я не знаю, тут, на мой взгляд, сразу несколько человек пришло и несколько мужчин, и каждый пытается донести свою мысль. Но честно, я вижу, что вы ждете. Я вижу, что вы ждете вот прям такого результата, да, вот такая огромная чаша, корзина, да, доверху набитая. То есть вы хотите с этим человеком и любви, и счастья, и активных, ярких проявлений. Но по факту вы получите, извините за предсказание, но где-то процентов там 30-35 от того, что вы ожидаете. То есть человек либо вообще не появится и будет от вас прятаться и бегать, грубо говоря, да, либо человек будет крайне сдержан в отношении вас. Но поверьте, что бы ни происходило, как бы этот человек себя не проявлял, вот всех этих людей объединяет одно: то, что люди к вам имеют чувства. Чувства яркие, чувства сильные, и эти чувства, они лишь только набирают свои обороты. Дальше будет больше. Человек
от вас зависим, он к вам привязан. И эта привязка, она с каждым днем становится все мощнее и сильнее. Вот этот момент я точно вижу. Если в ближайшее время как бы не густо у нас по событиям, то в будущем, мой прогноз на будущее достаточно такой, знаете, глобальный. Здесь идет и проявление, и разговоры, и прояснение. То есть все, что было скрыто, прояснится. Все, что человек хотел, планировал, он это обязательно сделает в отношении вас. Так что, мои дорогие, вот такое предсказание. Спасибо огромное за внимание. На этом у меня все. Всем пока-пока.